Вот. О ряде правовых аспектов этих проблем я бы хотел предоставить слово Наделу Валерьяновичу. Уважаемые господа, вопрос о принятии под разными названиями закона, который так или иначе восстанавливал права крымско-татарского народа в Украине, он, сказать, что он там назрел, перезрел, это ничего не сказать. Он давно превратился в дурную игру на уровне украинской власти. Я в свое время вел учет всем существовавшим заявленным законопроектам. После 8-го я уже потерял счет, потому что были и 9-й, и 10-й, и всякое такое. Но последнее, что мы об этом знаем, что народный депутат Украины Мустафа Джемилев, как следует из его слов весной прошлого года, снял с регистрации законопроект, который от его имени был заявлен, потом переделывался и даже был включен, прошел процедуру в комитете, даже был включен в повестку дня Верховной Рады Украины. Ряд общественных организаций в разное время подготавливал свои законопроекты. На этой почве в 2002, по-моему, году был создан Совет координационных сил, общественно-политических сил крымско-татарского народа, которые попытались представить свой проект. У нас на базе общественных слушаний была создана рабочая группа по выработке проекта, и мы проводили презентацию этого проекта в октябре позапрошлого теперь уже года. Организация Мелиферка подготовила свой проект и тоже проводила общественные слушания, направляла его в государственные органы Украины. Фактически государственные органы Украины отделались отписками. В частности, я, допустим, в ответ на свое обращение получил письмо от главы комитета парламентского Зарубинского по правам человека, национальных меньшинств и межнациональным отношениям, о том, что этот проект будет подвергнут экспертизе, и потом мы получим какой-то ответ. Прошло более года, потому что это был январь прошлого года. Аналогичный ответ получила организация Мелиферка со своей инициативой. Ну и, наконец, вот официозный или официальный проект Мустафы Джемилева был им самим снят с рассмотрения. Не знаю, до какого времени, на каких условиях и так далее. То есть в настоящее время в украинском парламенте нет никакого документа, который бы предусматривал рассмотрение вопроса и разрешение, правовое разрешение вопроса о тех проблемах, которые связаны с существованием крымско-татарского народа в Крыму и в Украине, с его правами и с его возможностью на возвращение, обустройства и полноценную жизнь в Крыму. К сожалению, украинское государство на протяжении ряда лет, помимо того, что фактически саботировало в той или иной степени разрешение вопроса внутри Украины, активно противодействовало разрешению этого вопроса и на международной арене. В частности, Украина так и не изменила свою позицию государства, не поддержавшего Декларацию ООН о правах коренных народов, в то время как даже государства, голосовавшие против этой декларации в 2007 году, а именно Новая Зеландия, Австралия, США и Канада, уже изменили эту позицию. Я подчеркиваю, голосовавшие против, а не воздержавшиеся, изменили свою позицию. В частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада сделали официальное заявление в ООН, что они поддерживают эту декларацию. В США это еще не произошло, но президент Барак Обама провел специальную встречу с представителями коренных народов Америки, где принес свои извинения за политику геноцида и дискриминации, которая была связана с историей США, и взял на себя обязательство предпринять соответствующие меры во внутренней политике Соединенных Штатов Америки для того, чтобы компенсировать или смягчить последствия этой политики. В Украине нет не только каких-либо шагов подобного рода, но на международной арене до сих пор, насколько возможно, украинские представители, и я тому очевидец, свидетель и участник этих событий, противодействует самому упоминанию о существовании коренных народов в Украине и самой необходимости урегулирования вопроса о крымско-татарском народе, его статусе и о тех проблемах, которые возникли с его депортацией и возвращением на родину внутри Украины. То есть украинская политика в этом смысле варьируется от полного замалчивания до откровенной лжи. Там, где это необходимо с точки зрения украинской политики. Поэтому действительно давно уже позади остались времена, когда можно было надеяться просто на добрую волю государства, на то, что придет момент, когда об этом вспомнят, когда что-то сделают. И, наверное, не сегодня и даже не вчера, а может быть уже много лет назад, возникла необходимость объединить усилия
общественности крымско-татарской, с тем, чтобы воздействовать на украинское государство с целью того, чтобы такого рода законодательный акт или акты были приняты. Вот чем мы собираемся заниматься.